нацелились? Вы же хотите войну на Кавказе развить. Я же говорю, там же миллионный народ. Ладно, говорю, вы тут 15 населенных пунктов стерли, а там что вы будете делать? Ответ был такой, да, ерунда там. Первый период ингушского восстания с 24 по 30 октября 1992 года и взятие власти ингушами в селах с их компактным проживанием в пригородном районе Владикавказа обошелся без массовых убийств, поджогов и грабежей осетинского населения этих сел. 31 октября 1992 года, после того, как стало известно о захватах и расстрелах заложников ингушей и о начале концентрации российских войск в аэропорту Беслан, имеющего статус международного, началось взятие заложников осетин. Это означало, что конфликт перестает носить локальный характер, и его последствия предсказать невозможно. В Москве это понимали, но делали вид, что ситуация под контролем. И действительно, контроль был. 31 октября 1992 года на Совете Безопасности секретарь Юрий Скоков принимает решение обязать Министерство печати и информации Российской Федерации, возглавляемое Михаилом Полтораниным, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, председатель Олег Попцов, и Первый канал Останкино, Егор Яковлев, принять меры по недопущению в средствах массовой информации, телерадиовещания, любых сообщений, провоцирующих эскалацию вооруженного конфликта. По сути дела, это означало введение жесткой цензуры по всей территории Российской Федерации, что соответствует объявлению режима чрезвычайного положения. Все подчинились, кроме Егора Яковлева. Он был снят со своей должности. В то время Совет Безопасности вырабатывает собственную версию вооруженного столкновения. Звучала она на первый взгляд нелепо, но дальнейшие события на Северном Кавказе покажут, что истинный замысел режиссера открывается только лишь в конце захватывающего сюжета. На границу Чечни пошли десантные войска, а в Назране внутренние войска. Здесь-то в Назране мы разберемся. Назране это не беда. Да, главное вон там. Оттуда надо войска убрать. Эти